Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». Сегодня я, Дарья Анкехова, нахожусь в центре единоборств. Это спортивный клуб, который работает в нашей столице. И я решила на себе испытать один из видов корейского боевого искусства – это тэквондо. Я человек далекий от спорта, совершенно не имею представления, что это такое, но только лишь видела это где-то, возможно, в средствах массовой информации, но для меня, я думаю, это станет конкретно настоящим испытанием. В это время как раз сейчас проходит тренировочный процесс. Ребята вовсю готовятся к выпуску нашей программы. Ну и, конечно, чтобы узнать подробнее обо всем, для начала нужно поговорить с тренером, потому что он должен все-таки меня окунуть в этот мир хотя бы теории. А нашу съемочную группу уже ждут. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что согласились принять нашу съемочную группу у вас в замечательно светлом, кстати говоря, и очень уютном центре единоборств. Но для начала представьтесь, потому что я думаю, у вас достаточно много регалий, я их всех просто не смогу даже произнести. Меня зовут Гаврил Модестович, я являюсь тренером по тэквондо, черный пояс 5-й дан, также по совместительству я являюсь руководителем Федерации тэквондо республики. Ну, на этом все, наверное. Тэквондо – это, если перевести дословно, упрощенно, это удар ногой, удар кулаком и путь. Путь – это понятие, скажем, философское, да. Это, получается, совершенствование тела, да, занимаясь, упрощенным спортом. Именно воспитывая тело, воспитывая дух. Вот в вашем клубе мы сейчас видим совершенно разновозрастных ребят, да? Вот самый маленький, сколько ему лет? Самому маленькому, именно вот в этой группе, 5 лет. Вот он, поглядите на него, 5 лет и уже спортсмен, Родиончик. Ну, мы с ним познакомимся чуть позже. А самому взрослому сколько лет? Самому взрослому 37 лет. 37 лет. Помашите рукой, где вы? Вот. Тимофей, да. Тимофей, это самый взрослый участник центра единоборств. Мы видим, у вас тут и девочки, да? То есть у девочек тоже тэквондо пользуется популярностью? У девочек тэквондо пользуется популярностью, скажем, вот в России очень сильно. Вот у нас Диана, Даша, и в других группах тоже есть девушки, да. Да, то есть это достаточно популярный вид спорта для девочек в Якутии, да? Вообще, как бы тэквондо, оно подходит всем людям, независимо там мужчина, женщина, да, по возрасту там дети, средний возраст, старший возраст, он адаптируется для всех, он для всех подходит. А простые обыватели, они иногда вот неправильно понимают, да, как бы тэквондо, они видят только спортивное направление, олимпийское, которое у нас стало в 1988 году показательным в Сеуле. И в Барселоне провели первые соревнования в 1992 году без медалей олимпийских. А в программу Олимпиады включили в 2000 году в Сиднее. Ну а здесь любительская группа, и поэтому самый юный участник решил не делать разминку. Он просто стоит и очень внимательно наблюдает за всем съемочным процессом. А мы знаем почему. Потому что это еще, помимо того, что он спортсмен, он еще и юный блогер. И поэтому ему очень интересно, что происходит здесь вокруг нас. Но тебе можно стоять и не разминаться, правильно? Правильно же? Правильно, действительно. Ну что, итак, а вообще в среднем сколько часов идет тренировка вообще? Стандартная тренировка 1,5-2 часа, 3 раза в неделю. Для сборников это уже как бы ежедневная тренировка по 1,5 часа 2 раза в день. Ну вот я смотрю, что ребята занимаются очень много вот гимнастикой, да, то есть на растяжку очень много упражнений во время разминки, да? Спортивное тэквондо, оно получается, да, по правилам, удары наносят 90% ногами. И как вы понимаете, что есть корпус, есть верхний уровень голова, и чтобы бить удары, наносить верхний уровень, у человека должна быть растяжка, гибкий таз, суставы. Поэтому это все надо разминать, как бы добавлять.
Ну, я думаю, что самое время, дорогие друзья, уже приступить и мне к этому тренировочному процессу и испытать на себе все нюансы, все прелести этого вида искусств, как тэквондо. Вам надо будет переодеться в нашу форму, он называется дабок. Дабок? Дабок, Дабок. да. И в это вам поможет наш тренер Стелла Петровна. Вот так вот. То есть нам сейчас нужно для начала переодеться. Испытано на себе. Стелла Петровна, расскажите, пожалуйста, как давно вы являетесь тренером? И вообще, почему вдруг девочка решила пойти в тэквондо? До этого было у вас какое-то спортивное прошлое? Тренером работаю уже 6 лет. А вообще я начала заниматься спортом примерно с 10 лет. 10. Начала спорт с кикбоксинга, бокса, потом... А то есть сразу пошла в боевые искусства, да? Да. Почему девочка вдруг это, считай, в 10 лет сидишь такая, думаешь, дай-ка я пойду всех бить, да? Ну, у меня тетя занималась кикбоксингом, Оксана Васильева. И, получается, у меня брат тоже занимался, и я вместе с ним ходила на тренировки. Ага. Так, у вас очень такие прикольные раздевалки, здесь очень светло, так чистенько, да? Оборудованная. Да, очень, обратите внимание, тут и душевые кабины хорошие, здесь и такие шкафчики, локеры очень классные, все прям чистенькое, новенькое, свеженькое, да? Говоря вот о той самой экипировке, да, я уже забыла название, к сожалению. Дабок. Дабок. А из чего оно состоит и есть ли разница между мужским и женским? У нас особо не делится мужской и женской, так как она идет свободная, без никаких застежек, ну, нигде ничего не держит, она более свободная, чтобы намного было проще двигаться. Штаны не должны быть длинные, чтобы вам было проще, ну, пинать, поднимать ноги, ну и, соответственно, не сильно короткие, чтобы было удобно. Ну, сама ткань, она такая жесткая более, чтобы она не порвалась нигде. Ну, а вот у вас черный пояс, здесь белый пояс, имеет значение? Это, ну, пояс для новичков получается, а до черного пояса еще есть цветные пояса. У нас есть сдача экзаменов постоянно, ну, желтый, зеленый, так, То есть последовательно. это не просто для красоты, да, цвет? Да. Это конкретно имеет какое-то смысловое Обязательно. значение, да? То есть это уровень твоего развития, да? Да. Вот так вот. А работаете всегда босиком, да? Работаем босиком за счет того, что есть покрытие, и у нас соревнования проходят, ну, выступаем на босиком в основном. Всегда. То Да. есть это правило, Да. да, обязательно. Ну и я смотрю, конечно, волосы должны быть собраны. Обязательно, А чтобы как не у меня мешало. сегодня кудри-кудри, да? Да. Так, ну что, мы готовы переодеться, посмотрим, что из этого выйдет. Одеваем вверх. Так, у меня тут макияж, если тоже могу запачкать. Желательно внутри, чтобы была футболочка у девочек, чтобы ничего не видно было. И одеваем белый пояс. Так как у нас длинные, получается 2 оборота делаем. Здесь очень важно завязать правильно пояс, узел. Почему? Чтобы было красиво, во-первых. Во-вторых, чтобы было... Здесь обязательно длина должна быть одинаковая. Даже так. Да. Волосы убираем. Может, штаны чуть-чуть вот так сделать. Мне кажется, вот вам мешать, когда будете бегать. Хорошо. Готовы? Ну что, тэквондистка Даша готова, в принципе, уже приступить непосредственно к практической части. И для этого мы отправимся уже к ребятам. На разминочку, да? Да, на разминочку. Вообще, самое сложное в тэквондо для девочек – это что? Характер, сила Характер, воли, да? чтобы был, да. Сила воли, характер. Да. Во мне его много, я надеюсь. Сегодня посмотрим. Так, ну что? Ой, здесь уже так динамично все происходит. От этих звуков постоянных даже страшно вообще что-либо начинать. Но я думаю, мы сейчас совсем справимся. Счет у нас на корейском языке, так как корейский вид спорта. И начинаем с головы. На туль, сет, нет, сот, и сот, и го, пидель, ахоп, хёль. Tul, tul, set, net, sat, sut, gop, nil, hop, yol.
круговые движения. Хана, туль, сет, нет, асот, исот, ильгоп, хидиль, ахоп, хьоль. Это типа 1, 2, 3, 4, Да. 5, 6, 7, Да. 8, 9, 10. Тас, хана, Тас. туль, сет, нет, асот, исот, ильгоп, хидиль, ахоп, хьоль. Туловище. Хана, туль, сет, нет, асот, исот, ильгоп, хидиль, ахоп, хьоль. Колени. Хана, туль, сет, нет, асот, исот, ильгоп, хидиль, ахоп, хьоль. Ручки и голена стоп. Хана, туль, сет, нет, асот, исот, ильгоп, хидиль, ахоп, хьоль. Ну, в общем, у них-то получается. Максимум, что я могу сделать, это, наверное, так. Ну, для этого, наверное, и надо ходить на тэквондо. Я думаю, мне простительно, дорогие друзья. Они, то есть, все должны сидеть на шпагате? Ну, И это у вас начальная группа? А, ну вот там есть такой же, как и я, практически, значит, товарищ. У него тоже не совсем получается. Нет, если честно, я, конечно, могу поменьше сесть. А, он двоечник. Родион, давай садись, как тетя. Как ты умеешь? О, молодец. Так, и вот так вы, то есть, тянетесь, да? да, То это есть обязательно. В идеале должен быть полный шпагат. Вообще да, Вообще, да. Ну, то есть, а бывают тэквондисты, которые без шпагата? конечно. Но Бывает. это же от человека зависит. Ну, получается, от строения человека. Ну, Не это у нужно всех. для того, чтобы вот этот взмах ноги делать, да, сильный? Да, чтобы выше головы пинать, допустим, либо в голову попадать. Все, ну, и это вот растяжки именно. Ну, и, соответственно, по растяжке у вас миллион, наверное, упражнений, да? Да, отдельные упражнения, тренировки бывают. Что, садимся? И что делаем? Давайте вот так, допустим, одно колено назад, еще Ого. больше назад. Еще куда назад? Вот так? Ну-ка. Что-то у меня даже с ногами какая-то. Вот, вот так, да? Да. И что делать-то? И Наклоняться наклоны вперед. С ума сойти! На, туль, сет, А нет, еще 10 исот, раз. исот, гоп, хидиль, ахоп, йоль. На середину. Она, туль, сет, нет, исот, исот, гоп, хидиль, ахоп, йоль. Смотрите, насколько могу наклониться я и насколько наклоняется наш тренер. Вот обратите внимание, смотрите, она полностью ложится. А тут была, кстати говоря, среди воспитанниц есть здесь Даша. Отдельно хотелось бы посмотреть, что может Даша. Ну-ка, Даша, наклонись. Тоже ложится Даша. Ну, в общем-то, понятно, да? Кто у нас работает, а кто делает вид, что работает. Меняем ножку. То же самое. На, туль, сет, нет, исот, исот, гоп, хидиль, ахоп, йоль. Также на середину. Она, туль, сет, нет, исот, исот, гоп, хидиль, ахоп, йоль. Еще один есть такой же, как и я, видите? То есть мне даже в какой-то момент стало стыдно, что я такая деревянная. Но не я одна такая, да? Да, отлично. Ну, то есть с растяжкой все понятно, да? Ну, а дальше вы приступаете? Разогрев. Разогрев это что? Побегать. Упражнения на дорожку, чтобы разогреться перед тренировкой, чтобы мышцы не повредить. А, да? Ну что делаем? Побежали? Побежали. Просто так по кругу? Да. О, это у меня хорошо получится. Родион, давай! И сколько вы так бегаете? Примерно. Минут 10. Минут 10? Да. О, хорошо. Вот это моя уже любимая часть тэквондо. А у вас, получается, группы, значит, вы делите, да? Детская группа занимается отдельно, средняя отдельно, Обязательно. старшая отдельно. Да, потому что старшие, они более уже Да, опытные. опытные и выезжающие обычно на То есть по соревнования. возрастным критериям делите, Да. а не по уровню развития. Ну, допустим, новичок и новичок. Ну, новички у нас тоже отдельно бывает обычно группа, чтобы было проще. То есть те, которые уже имеют
цветные пояса, допустим, зеленые, у них уже уровень другой. А сколько всего поясов? Самый крутой пояс какого цвета? Черный. А, то есть у вас самый крутой. Ну, не прям самый крутой. Ну, имеешь черный пояс, и еще есть даны называется. И Что такое уме- данные? Как объяснить? Ну, это то же самое, как уровни. Они сюда вешают как-то? Или Нет, отличаются? у тебя есть документы. То есть определенно тоже надо сдавать экзамены различные. Все понятно, да? Вы сегодня тренируете, да, и мальчиков, и девочек? Да. Ну, вот так вот. 10 минут бега, и дальше будет еще интереснее. Начало упражнения делаем выкрик. Что вы кричите? Просто выкрик. Просто ха? Да. Что кричите? Как удобнее, как хотите. А, да? Хоть что здесь положено? Да, Здесь корейский язык не кроме- нужен. Здесь не нужно. Другим боком. Эй! Вам тоже надо будет делать выкрик. В конце или в начале мне надо было? В начале. А, моего движения. Ага. Хей, хо. Да, как А вам? ты что кричишь? Что ты кричишь? Хей? Левым правым боком пошли. Эй! Хей! Левым правым боком. Передавать надо. Спиной. Эй! Ой, мамочки. Ой! Спиной. Видите, у меня с координацией проблемы. Что там пошло не так? С ума сойти. А, то есть и вы туда-сюда тоже делаете так, да? Да. У меня уже голова закружилась. Сейчас будем работать с высокими подниманиями колена до конца зала. Надо будет их чаще делать и быстро. Знаете, уже во время тренировки уже устаешь, подготовки только. А что будет в Приготовились. процессе? Поехали. Эй! А то есть чем больше так ребишь, Да, тем лучше, да? чем чаще, тем лучше. Спиной. Эй! На носочках. Фу. С ума сойти. Хорошо. Легкий бег. Кидаем ножки. О, вот это. Отлично. Хорошее упражнение. Еще раз. Испытано на себе. Так, ну что, мы продолжаем испытывать на себе этот замечательный вид спорта, как тэквондо. И вот сейчас ребята находятся в спарринге, правильно это называется? Это называется учебный спарринг, пуш-спарринг. Пуш-спарринг. Ну вот мы видим, как, допустим, Алексей, да, это вот, который в шлеме с GoPro камерой на лбу, да, поэтому ему надели шлем, чтобы камера не слетала. А достаточно сильно же они друг друга бьют, да? Нет, это удары у них слабые, они не бьют изо всех сил, они в момент касания с телом противника ногу удерживают. То есть соприкасаются просто? Да, Нет, да. но это ж надо уметь себя контролировать. Да, потому что вот это упражнение, вот это и подразумевает. Контроль над ударом, контроль над скоростью, дистанция, ритм, динамика. Ну то есть надо еще уметь себя сдержать, да? Да, вот Что сделал? тот момент, когда пропустил удар в голову, и он не может продолжить. Да вы что? Алексей, ну чё ж ты так его? Это ж тренировка. Только так становится сильнее. Только так, говорит, становится сильнее. Вот видите? А почему он просто сидит и продолжает тянуться? Зачем? Восстанавливается. То есть попали по голове, а тянет ноги. Обычно как считается, да, когда человек устает, скажем, от бега, да? Да. Он должен делать другую нагрузку, чтобы восстановиться быстрее. И поэтому он, получив по голове, сидит вот в такой позе, чтобы восстановиться от этого Да, удара. ну это у кого-то как, индивидуально. Это его личная Да, это его личная стратегия, разработка. да? Разработка, да? Так, хорошо. Тем временем, А девчонки... как он пропустил? Нет, он шел к тебе, ты встретил, да, получается? Кирилл, в чем просчитался? Ага. Слишком полез вперед и получил. И каждый вот такие моменты мы делаем всегда анализ. Обсуждаете. Почему у него получилось этот приемчик провести и почему он пропустил.
обсуждаем, анализ, а потом уже мы это применяем практически на учебных спаррингах, потом на соревнованиях. Все Чтобы понятно. вот этого не повторялось. То есть, видите, дорогие друзья, это только с виду кажется, что тэквондо это просто пинай да бей. Здесь целая, помимо того, что философия, здесь все они анализируют, здесь все они просчитывают, а самое главное, здесь все рассчитано до мелочей. То есть и удар, и сила, да, и даже вот дистанция это самое. Ну, действительно, достаточно сложный вид спорта. Ну и сейчас я попробую на себе испытать хотя бы несколько элементов, изучить. Возможно, я, как Алексей, кому-нибудь попаду в точку. Испытано на себе. Ну что, давайте попробуем с вами изучить некоторые, я не знаю, как элементы это или правильно, как называется? Удары. Да. То есть для этого вы используете вот такие накладки или что это? Это называется мита или, если перевести на русский, ракетка. Ракетка. Да. То есть по этим ракеткам это вы себя защищаете? Нет, по ним наносят удар. Чтобы проще было ориентироваться. да? Руками, ногами, да. Все хорошо. Ну, давайте посмотрим. Самые основные. Через күні Я буду повторять. Üçüncü. Так, апчаги. Выкрик. Апчаги. Апчаги. Тулечаги. 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 Нарё. Нарёчаги. 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 Жмокчаруги. Все, спасибо. В общем-то, я поняла следующее из этого, что вы указываете, куда бить, да? То есть, если снизу, то снизу, да? Если сверху, то сверху, да? Вот так вот, да? А ты все время подтверждаешь, да, это или что? Да. Готовность, говоришь, да? А что кричишь? Просто выкрик. Обязательно перед ударами. Ну, Не перед ударом, а во время удара. а как он звучит? Эй. Хей? Вот, удобнее, да, как удобнее. вот почему-то все спортсмены, у кого мы сегодня спросили, что вы кричите, у каждого свое, но все говорят хей. Но звучит у всех по-разному, заметьте. Поэтому я и пытаюсь уточнить, да? А можно уточнение, да? Да. Этот выкрик называется кихап. Ага. Кихап в тэквондо делается при выполнении какого-нибудь упражнения. Блока, удара рукой, удара ногами. Просто если как бы не вдаряться в подробности, да, вот с помощью кихапа идет регулировка дыхания. Человек, не думая, он выкрикивает, получается, воздух выходит, потом что надо сделать? Воздух, обратно вдохнуть. Вот все. И без всяких там заумных вещей, как бы дети как бы с малых лет переучаются дышать правильно, потому что дыхание. То есть это не просто возгласы и крики, да? Да. Вот так Нет, вот. это одно. Это одно. Второе, как бы его применение во время соревнований, во время спаррингов, да, это человек, когда выходит на поединок, он кихапом показывает свою готовность. И уже одним боевым выкриком он может морально уже задавить противника. Вот такие вещи тоже есть. Вот так. И третья вещь, да, вы сами знаете, когда человек входит в состояние, скажем, ну, чуть-чуть транса, да, он перестает как бы чувствовать боль, у него скорость повышается, порог уменьшается, да, вот, болезни, да. И это тоже достигается посредством кихапа. Так что тут не просто выкрик, да, это вот тоже, если так углубиться, это очень как бы серьезная тема единоборства, да. Хорошо. Так, ну что, объем-то мы чем? Вот я видела, как это делала она. Вот эта штука, да? Бьем сейчас спортивная, да, у нас подъемом стопы получается. Вот так. Вот этой частью, да? Подъем стопы, вот это, да, вот этой частью, да. И попадать я должна по Попадать рукоятке. вы должны не по моей руке, а вот по этой площади получается миты. Ага. Так, ну что, попробуем, да? Так, что вы говорите? Надо стать в стойку, стойка апсаги. Вы сейчас наносите удар правой ногой. Да, дистанция у нас как бы для вас комфортная для удара. Ну, чтобы нога уровень дотянулась. средний. Да, вы наносите удар и возвращаетесь в исходное положение. А я должна силой все долбануть или слегка? Давайте для начала слегка.
Да. Вы посмотрите. Да, мы посмотрим, да, что будет. Ну что, и вы посмотрите, дорогие друзья. Итак, оп! Что Хорошо. неправильно? У меня нога согнута. Да. А мне Хорошо. понравилось. Этот удар называется апчаги, в переводе прямой удар. У вас движение должно начинаться с таза, с колена, да. А потом потом остальная как? часть ноги. То есть сначала ногу надо поднять, друзья, Да. а потом ударить. А я-то вот И так вернуть, начала. вернуть обратно в исходное положение. Вон Вначале оно. бедро поднять, ударить, вернуть обратно в исходное положение. Тыщ, тыщ, еще и не упасть. Да, Так, да. хорошо, ну-ка попробуем. Итак, поднимаем ногу, ударяем. Обратно, и исходное поставили. положение, Вот так, да. да? Так, ну-ка еще раз. Раз, два, 3. да. Ой, два, видите, неправильно 3. сделала, да? Танч, танч. Да. Ну, тут координация нужна хорошая. Руки перед, да, вот так, да. Ага. Отлично. Видели? Отлично. Так, а левой ногой то же самое все, да? То же самое, А да. с левой ногой вообще, по-моему, проблема у меня. Раз, два, 3. Нет, нормально, хорошо. Да. Это очень даже, кстати говоря, очень сложно. Сразу говорю, это нужна, да, растяжка, да, хорошая. Но тут еще не сильно, да, нужно? Ой. А надо же «ха» говорить. Да, выкрик. «Ха». Ой, застряла. Ой. Вот так, дорогие друзья, проходят элементарные удары ногой, да? Да. Еще что можно? Горизонтальный удар попробуйте, да? Это как? Тулечики. Стелла Петровна. Стелла Петровна? Тулечики покажи, пожалуйста. Еще раз. Ну-ка, еще раз. Ого! Это тот же удар апчаги, но он получается уже по горизонтали. Развернуть Да. таз, поднять ногу. Пятку. Боже мой! Пятку в сторону Оп. удара. Пятку в сторону удара. Еще больше доворачивайте. Вот, да. О, я же уже падаю. Ударить, И потом ударяю. обратно. Исходное положение, да. Дорогие друзья, мне кажется, без помощи вот здесь второго тренера я бы просто завалилась. Итак, мы должны развернуться полностью вот так, поднять ногу, да? Вот так. И ударить. Обратно и исходное поставить. положение, Да. Теперь это все надо быстро делать. Я должна готовность свою криком, да? Да. Подпереть. Хей! Очень хорошо. Да? Да. Очень хорошо. Так, подождите. Но я, главное, не грохнулась. Это уже хорошо, потому что... Вот так. А так тут ногу же надо... Отлично. Во. Ну, после сюда вперед. Так, ну-ка еще раз. Отлично. Почти. Так, ну-ка, очень понравилось. Вот это лучше получается, чем то, что мы делали до этого. Так, сделали, развернули пятку. Мимо. Так, ну-ка еще раз. Так, встали. Хей! Почему-то меня вот туда заваливает. Ну, потому что движение для вас, скажем, незнакомое и тело не привыкло. Да. Если вы будете заниматься постоянно, появится привычка, баланс и будете участвовать. А руки нормально. вообще действуют где-то или только ноги? Тэквондо, Руки руками действуют, ударяется? Да, прямые удары можно делать. Тоже можно, да? На соревнованиях прямой удар можно делать. А в любительском тэквондо только ноги? А в хасинсуль, в самообороне, руки, наверное, превалируют наоборот. Это уже другое направление, это самооборона, да? Самооборона. это другой стиль, Да, самооборона. Да. Ну, тоже из тэквондо. Это тэквондо, это все тэквондо. О. Потому что тэквондо – это базовая техника. Тэквондо – это формальное упражнение по МС. Тэквондо – это разбивание предметов, кёхпа. Тэквондо – это самооборона хасинсуль. Тэквондо – это спарринг, кюрюги. Вот, 5-6 видов – это есть тэквондо. А вот смотрите, маленький Родион же тоже что-то делает, да? У него базовый, да, уровень пока что, да? Работай, Родион, работай. У него пока белый пояс. Да, он вот сдал Как у меня. перед Новым годом. Аттестацию прошел, да. То есть на белый пояс тоже нужно сдать Да, аттестацию? да. Даже вот на такой пояс нужно сдать аттестацию. Ну, я пользуюсь служебным положением, получила его просто так. Испытано на себе. Итак, мы продолжаем с вами познавать мир тэквондо.
ногами удары я в принципе поняла, ну а далее дело, конечно, там за опытом, за силой и так далее. В общем-то, дорогие друзья, мои впечатления расскажу, что бить ногами, ну мне, как для девочки, это не свойственно вообще бить. И это даже немножко так заводит, так сказать, но физически это, конечно, тяжело, координация, это же все еще нужно делать правильно. Но что получится дальше, мы узнаем сейчас. Итак, руками, что мы делаем руками? Руками мы наносим прямой удар, жмок чуруги, наносим, значит, на уровень солнечного сплетения. Вот у нас кулак, Да. кулак называется джимок. Наносить удар надо двумя костяшками, костяшки чонкон. А ими только? Вот так, да? Нет, там получается как, в момент удара Ага. по базовой технике, да, у вас тут кулак сжимаем, да, вот так, нет, вот так, да. Вот должна быть прямая линия, вот бег и прямая линия. Ага. Таких загибов, вот таких не должно быть. Вот таких, вот таких. Вот, то есть, Потому вот что- эта костяшка должна быть по прямой. Вот здесь. Вот, Потому что, вот, представьте себе, да, возьмите палку прямую и палку кривую да, и уприте в стенку. да. Какая быстрее сломается? Которая кривая. Правильно, это Поэтому по прямой, закону как бы, физики, да, у вас прямая как бы, сопротивление больше и как бы, удар будет сильнее. Ага. Ну это, мне кажется, и для вообще для повседневной жизни полезно бы знать, правильно? Любому ну да. мальчику, да? Мало ли, вдруг пригодится. То есть кривыми руками вот так мы не бьем, мы бьем прямо. Значит, в соревнованиях по тэквондо удары, значит, наносятся руками очень мало, где-то процентов всего лишь 5, наверное. И там есть единственный удар, который мы наносим в средний уровень в момент атаки противника. Вот так, да. Например, если он стоит, ничего не делает, к вам не идет, значит бить нет смысла. А если есть движение к вам, надо встретить кулаком ударом. Вот так. так, да, все. И наш кихап, любимый, во время Так, удара. да? И отлично. О, Еще раз. Хорошо, отлично. я почти как этот Родиончик. Ну, мне все нравится, так играючи, просто бегаю, прыгаю, но Да. это очень все И заводит. постоянно надо следить за противником, Да. надо смотреть, куда вы бьете постоянно. Взгляд отводить не надо, потому что может прилететь нога противника, да. Ну, Поэтому- мне повезло с противником, он просто стоит, и ничего мне в ответ не прилетит, поэтому я немножко И в расслабленном виде. атака. Отлично. И еще один раз. Ой, Хорошо. попала в вас, простите. Еще раз. Хоп. Все, отлично. Вот так, по прямой. Да. Отлично. Тыль. Сет. Нет. Насуд. Мамтомаки. Хна. Тыль. Сет. Аргульмаки. Хна. Тыль. Сет. Чимби. То есть вот это они показали, продемонстрировали, вот эти блоки? Это основные? блоки, да. Первый блок аремаки, это нижний блок. Вот тут защищает это, да? Да, ниже пояса защищает. А эту руку так? Да. Вот так, да? Ага. Ага. А в тэквондо все блоки делаются как удар. Ой, ой, что там с рукой? Вот так с плеча туда вниз, а эту вот так, Да. вот так. Координация здесь вообще. Вот такой блок, да? Вот поставьте кулак наверх, Кулак наверх, вот этот, сюда, сюда. да. Вот здесь, она здесь, да? Ага. Вот идет вниз, эта рука здесь. Вот так. Получается скручивание. Вот так. Скручивание. Вот, дошло. Да. Вот так, да? Да, То есть и- это первый блок. Блокируем вот эту часть обязательно. Это самая крепкая как бы кость у нас в руке получается. И он удерживает колоссальные нагрузки именно Вот эта часть. ударные. Да. Именно вот эта часть. То есть если в случае, если вдруг, допустим, не дай бог, на вас нападут, то лучше закрываться вот этой, да, частью? Это самая крепкая, да? Да. Вот так. Хотя бы так. Да. Ну, если тэквондо не владеете, да? Ага. Так, ну то есть это вот эти блокировки, так сказать, да, девочки знают. И это они все отработанные. Вот это, что ребенок приходит, начинает делать первым делом. Защищаться
блоки руками, удары руками. После того, как они осваивают вот эту как бы технику, да, они постепенно переходят уже к ногам, удары к ногам. Потому что как бы научно доказано по биомеханике, что если человек хорошо владеет что-то вот делать руками, удары тогда блоки, да, ногами. это ногами. Да. Так, ну-ка, девочки, попробуй вместе с девочками. Ну, конечно говоря, вот сколько занимаешься? Года два, а ты? Примерно год. Ну, поэтому они это как практически Родион, алфавит, да, Блок надо АБВ. сделать, аримаки. Блок, пошли сделаем. Давай. Как? Ща. Как тетя Даша, Поставь, как? поставь вот это, все. Положи вот это. Иди сюда. Все. Даже Родион пятилетний, да и то знает. Это видимо, совсем такие азы, да? Да. Так, ну-ка, ну Он я как занимается- получится? Он занимается 1,5 месяца, да, где-то? Ага, 1,5 месяца Тебе- он в тэквондо. Так, я просто пока повторяю примерно. Düşün Sigi. Je. Блок аримаки. He. Ну вот, Ты! уже. Se. He. Se. Se. Ge. Мамтомаки. He. He. Se. He. Se. Аргульмаки. He. Til. Se. He. Хорош, 준비. Вот так вот, да? Молодцы, ну вот, работают как ребята в центре единоборств. Спасибо большое, продолжайте тренировку. Мы даже отвлекли Родиона от приятного мероприятия. Он решил поесть там печенье, но ему позволительно, самый маленький. Хорошо, но, значит, мы поговорили вот о том, что, в принципе, задействованы руки, задействованы ноги, но для простого зрителя тэквондо все-таки это тот вид спорта, где защищены, да, вот все они шлемом, надевается что-то вот сюда. И давайте попробуем и это испытать на себе, но это уже относится больше к олимпийскому тэквондо, правильно? Да. Ну и давайте посмотрим, из чего состоит экипировка спортсмена на Олимпийских играх. Хорошо. Испытано на себе. Мы продолжаем выпуск программы «Испытано на себе», и сейчас мы познакомимся с той самой экипировкой настоящего тэквондиста, ну именно в спортивном понятии, да? С чем защищает обычно себя спортсмен? Ну вот базовые. Значит, базовые. Тут мы видим шлем. Вот такой. Шлем в тэквондо, чтобы было понятно, да, он именно защищает не от удара, а именно от разрыва кожи. Да. Поэтому он мягкий, потому Действительно что мягкий. удар-то наносится как бы ногами, и чтобы там спортсмен не травмировался. Рассек, да, именно кожу? Да. Ага, так. А размеры тоже существуют, но я Размеры, думаю... да, S, М, L, да. Ну смотрите, дорогие друзья, в принципе, достаточно удобный. Это не каска хоккеиста. Мягенько-то, как шапка, что-то наподобие шапки, да? У детей шлем, как бы, он дополнен прозрачным пластмассовым вот так надшлемником. Для детей только? Да, для маленьких детей, Ага. чтобы удары не шли дальше. Так, дальше, значит, есть протектор, хоггу называется. Он бывает синего или красного цвета. Одевается вот. Вот так. Да. Ну, то есть это защищает именно корпус от тех же ударов Это ногами, защищает корпус, да, от ударов. Так, дополнение к этому, значит, спортсмен имеет защиту на руки, одевает и на ноги. На ноги плюс паховая защита Ага. и бандаж, Капа. капа. Обязательно так. Вот так, да? Ну, вот у нас основа, да? Дальше на руках перчатки. Ага, перчатки, здесь защита, здесь защита, здесь защита и самое главное зубы, да? Береги? Да, на ногах тоже перчатки. На ногах тоже перчатки. Перчатки, да. Ну, защита такая, как бы скажем, основательная. Но вот мы это видим только вариант тренировочный. Ага. Потому что на соревнованиях все вот это, оно электронное. И то есть, когда ударят, как фехтование, оно все фиксируется уже, Да, куда и попало. программа, она сама выдает балл. Тэквондо судейство считается как бы самым
объективным сейчас, олимпийским. Потому что все контролируется. Все контролирует именно программа. Человек не участвует вот в этом. Спортсмен удар нанес, попал по силе удара, по скорости протектор, и программа просчитывает и выставляет балл. Чудеса современной техники. Да, то же самое по шлему. Ну а у вас это просто с точки зрения Тренировок, да. тренировок, защиты. Да. В принципе, комфортно, вообще не сковывает движение. То Да, есть потому можно- что вся вот эта система защитная, да, она продумана корейцами. И вы сами знаете, что они все делают очень продуманно, щепетильно и применимо к практике. Испытано на себе. Итак, мы продолжаем. Что у нас далее? Далее у нас, значит, что? Вообще, как бы изначально тэквондо задумывалось как система самообороны. Туда, значит, корейские мастера в 50-е, 60-е годы, да, включили от всех своих видов субак, хварандо, самые эффективные приемы, например, да. И понятно, что это еще подвигло в момент оккупации Кореи японцами. Когда корейским крестьянам, простым людям запрещалось иметь оружие и заниматься каким-либо там видом, тогда и уже было развито карате по всему вот этому району, получается, южному. И корейцы начали объединять и систематизировать именно тэквондо. И один из разделов тэквондо – это хасинсуль, самооборона. Что включает? Это освобождение от захватов, атака противника, защита противника с оружием в руках, без оружия. Ну, конечно, цель самообороны – это нейтрализовать своего противника, захват. Люди, которые не знают, они инстинктивно, да, Выдергивают. начинают выдергивать руку Да. вот сюда. Но в хасинсуль как бы мы учим детей, да, чтобы они уже делали анализ. Руку мы дергаем сюда, а тут 4 пальца, а здесь 1 палец. Поэтому надо освобождаться, где сила меньше. Мы раз разворачиваем и урываем руку. О, вот, Это очень просто и элементарно, даже вот вы так можете вот. попробовать. Ну-ка да. давай, напади на меня, попробуем. Так, ну нет, хорошо, с вами, да, действительно будет. Да, лучше. я, так, ну, вы ну так вот, хватаете. я вот. Хватаете. Да. Соответственно, у меня рефлекторно я бы дернула сюда, Да. типа, отдай руку, да? Да. А нужно сделать разворот, Нет, надо довернуть сюда. довернуть и вот туда выдернуть. Да, где вот 1 палец. Вот так вот. Это очень, кстати говоря, очень полезные упражнения сейчас. И вот так. Желательно, да, чтобы была траектория вот сюда. Вверх. Да, Вот так. Вам тоже будет легче будет, да. Сил меньше Выдергиваем. тратится, да. Грубо говоря, мы должны не вот сюда дергаем, типа отдай, да, а вот сюда. Да. О, отлично. Запоминаем, дорогие друзья, полезные советы, которые, в принципе, пригодятся. Ну, дай бог, чтобы не пригодились в быту, Да. но Ну, все равно. Или дальше, да, как бы особо как бы вот такой, да, как бы тоже, да, захват. Буйный раз, 2 и захват противника. Ого. Ой, извини, там что-то хрустнуло. Что-то у него хрустнуло даже. Ага. Так, меня ждет, надеюсь, не такой же хруст. Так, это, допустим, в случае, если на вас, опять же, кто-то схватил вас, да? Да, и если вы хотите, скажем, Увернуться. пойти более таким, ну, как сказать правильно, агрессивным путем, да? Если как бы вырваться не получается или, Вот так сделать. или произвести там задержание, Да. там с ножом или без ножа, То? ну, тогда можно вот применить вот такой прием. Так, хорошо. Ну-ка, я вообще ничего не поняла, слишком быстро все было. Что делаем? Ну вот вы, например, вот захват сделали, Да. я вашу руку фиксирую, раз, Разворачиваем. можно сделать, да, дальше, да, или как? Да, я думаю, Ну, да. нежно. нежно. Вот раз, движение вниз, и там Падаю. дальше, и дальше, да. А это же больно. И, ну, как бы все системы самообороны, да, подразумевают
то, что как бы, когда вы противодействуете противнику, Да. это должно быть больно, чтобы его остановить, нейтрализовать. Так, а если... Так, ну-ка еще раз. Вы меня схватили, значит, да? А я плохой человек же. Хороший. А, я хороший человек? Я плохой схватил вас. А, вы плохой меня схватили. Да. Я что сделала? Фиксируйте мою руку. Вот так фиксирует руку Раз, и перехватите. вас вот сюда вниз давлю. Давайте правую ногу поставьте вниз, назад. Ага, Правую ногу Куда? назад. Да. Еще дальше. еще дальше. Да, и наклонитесь вниз. А вот здесь зафиксируйте, пожалуйста, вот как руки держатся. Сюда вот давайте поближе. Смотрите, друзья, вот схватил меня бандит. Схватил. Я, значит, ему запястье вот с этой стороны огибаю и Вниз. тяну вот этой рукой. Приседайте всем корпусом. И тяну вас. Да. Вот, а я, блин, почему-то мне больно. Очень больно мне получается, да? Я железный человек. Так, хорошо. Надо было Так. все-таки... И самый простейший. Да. Кирилл, можно тебя? Кирилл, Самый простейший прием. Тоже как бы пытается произвести захват пальца. Так, мы хватаем пальцы. Например, вот средний или там, неважно какой. Раз. Прижимаем и делаем шаг вперед. вот Всё. это легко. Да. Так. Тебе больно было? Да, ой, ему больно было, говорит. Так, хорошо. Так, нападает кто? Вы на я меня. плохой человек, Я да. типа стою, Да, я хочу там взять вас, вот так, я вас хватаю за пальцы. за вот эти... Да, можно любые пальцы, да, вот эти, да. Ага. И, И надавливаю на движение вас. вниз. Я вас прижимаю Да. к полу. Вот так вот. Да. Вот Если это мне он тоже будет нравится. сопротивляться, однозначно пальцы сломаются. Ну и как бы, ну, представьте себе, да, вот как бы объем, вес пальца и объем вот. Вы моего. весом толкаете, да? Да, раз, шаг вперед, вниз и все. Так, ну что? Давайте. И- Попробую на ком-нибудь. На вас не очень-то хочется, потому что вы все-таки тренер. Алексей, Леша, пойдем. Это тот самый Леша, который до этого беспощадно тут. отомстите за Кирилла. Да. Так, Леша, ты плохой. Нападаешь на меня. Я научилась на тэквондо делать так, и ты как будто бы все это время стоишь, и я пальцы тебе выворачиваю, и вниз. У него все хрустнуло. Так, хорошо. Потом, значит, Леша опять на меня нападает. Дальше я забыла что. Нет. За руку ты меня хватаешь. Освобождение от захвата. Да. Я что делаю? Вот сюда. Вот, я, то есть, не тяну на себя, а я делаю вот так вот. И увернулась. Ну-ка еще раз. Леша из-за темного угла меня хватает, а я хопа! И все, так, отлично. И финальная часть, вот это самое сложное было. Меня опять хватает Алексей в переулке. Не так, не так, не так. Это когда с этой стороны. Давай, мы с этой стороны или с этой стороны? С этой. Лучше это. Давай, вот так. Я его хватаю за это запястье и... Надо зафиксировать его руку здесь, левой рукой. еще же вот здесь, это. чтобы он не вырвался, да. Так, подожди. Ну все, Алексей из-за переулка выходит, хватает меня. Я фиксирую руку, хватаю за запястье и Тяните вниз, назад. вниз. Вот так вот и бью его. Все, победа. Вот такие 3, в принципе, несложных элемента из самообороны, да, могут кому-то спасти жизнь. Испытано на себе. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, сейчас хотелось бы побеседовать с воспитанниками Центра единоборств. От мала до велика здесь занимаются тэквондо, да? Ну, давайте начнем с самого маленького. Родион, нравится тэквондо? Да. Да? А что больше всего нравится? Больше всего, это тогда мы повторяем удары. Удары? А тебе больше нравится руками или ногами бить? Мне больше нравится руками. Руками бить? Да? А у тебя есть кумир в тэквондо? Кто больше всего из самых знаменитых спортсменов? Знаешь кого-нибудь? Не знаю, кажется, тренер. Тренер ваш? А как твоего тренера зовут? Ганя. Ганя зовут, да, его? Хорошо, так, отлично. Вот здесь у нас девочка. У нас сегодня было 2 девочки на тренировке, одна уже уехала, но вот девочка у нас со мной рядом. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и сколько лет ты занимаешься тэквондо? Меня зовут Диана, сколько лет занимаюсь? Буквально 1 год. Буквально 1 год. А до этого спортом каким-то занималась? Художественной гимнастикой. Вот так вот, то есть из художественной гимнастики пришла в тэквондо. В гимнастике сложнее или в тэквондо? В гимнастике.
В гимнастике сложно, очень сложно. А здесь с мальчишками не сложно соревноваться? Ну, иногда сложно, иногда нет. Хочешь участвовать уже в соревнованиях? У тебя есть уже сила и уверенность в себе? Или пока еще рано? Ну, мне кажется, пока еще рано. Пока еще рано. А в будущем хочешь, чтобы тэквондо стал твоим именно смыслом жизни, именно в плане спорта профессионально заниматься? Или для тебя это просто хобби и увлечение? Ну, пока что это хобби и увлечение, а так в будущем может тренером стану. Тренером станешь. Ну что, вот здесь есть ребята, которые уже постарше, да? А самый старший из вас это Тимофей. Да, вот отживой. Так, Тимофей, хорошо. Тимофей, но вы уже, я понимаю, так, человек в возрасте, да, понимаете все в тэквондо. Вообще, чем этот спорт, это хобби для кого-то и интересен? Ну, со временем понимаешь его отличие от других видов единоборств. И это определенная философия, склад ума, даже манера поведения в каком-то плане. Если это твой вид спорта, то ты им занимаешься. Ну вот в манере поведения что у вас изменилось, например? Ты учишься быстро делать выбор. Выбор. То есть реактивная, да, такая должно быть мышление, и реакция должна быть быстрая. Задуматься, что, куда, как, это как бы вообще не про нас. А в повседневной жизни вы где работаете? Я системный аналитик, программист. Вот там-то и нужно, да, наверное, быстрое реагирование. Программисты, мне кажется, очень так все сидят, у них все по полочкам, все разложено. А здесь на тренировках вы прям отжигаете, наверное, да? На самом деле это совсем другая часть моей жизни. Как правило, большинство спортсменов, которые реально серьезно занимаются тэквондо, у них совершенно разный стиль жизни. То есть там есть ребята, которые там и рабочие, ребята-инженеры. Ну, по большей части, кстати, действительно инженеры. Инженеры, да? Хорошо, ребят, сейчас я задам самый простой такой опрос. Я скажу, что для вас тэквондо. Но вы должны ответить одним словом. Одним словом. То есть тэквондо это, ну, именно для вас, хорошо? Готовы? Я вот так пойду по кругу у всех. Подожди, самого маленького начну. Тэквондо это... Ну, тэквондо это драка. Это драка. Хорошо. Тэквондо это... Путь. Путь. Тэквондо это... Учение. Учение. Тэквондо это... Сила. Сила. Тэквондо это... Мощь. Мощь. Жизнь. Жизнь. Мышцы. Мышцы. Творчество. Творчество. Мудрость. Мудрость. Увлечение. Увлечения. Вот такие ребята замечательные занимаются в центре единоборств. То есть, видите, каждый в тэквондо находит свое. И действительно, это такой не очень нелегкий вид единоборств, но на самом деле здесь можно и найти и творчество, как сказал Алексей, можно и найти здесь и философию, и даже мышцы можно накачать. Вот товарищ сидит вообще с огромными мышцами, да? Ну а для кого-то это жизненный путь. Вот такие замечательные ребята, и на этой классной ноте мы хотели бы завершить наш эфир. Испытано на себе.